Валлахи, самая большая ошибка родителей – ставить Коран на второй план. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Я хочу сделать насиха родителям, чьи дети школьного возраста 8-9 лет и выше, и до сих пор не умеют читать Коран. Мы все заботимся о наших детях, хотим, чтобы у них была хорошая работа, хорошая зарплата, чтобы они получили хорошее образование. Но задумывались ли мы, что ждет их в ахирате? Ведь мы в ответе за наших детей. Есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам, «Куллукум ра'ин, ва куллукум мас'улун ан ра'иятихи». Каждый из вас пастух и в ответе за свое паство. Или ахир хадис. То есть хаким, он будет отвечать за своих подчиненных. Родители будут отвечать за своих детей. Как они их воспитали, чему они их научили. Научили ли Корану, иману, исламу. Многие родители жалуются, школьная программа тяжелая. Ребенок не успевает. После школы зависать в телефоне, сидеть перед телевизором, играть разные игры, время хватает, а когда касается Корана, времени не хватает. Валлахи, самая большая ошибка родителей – ставить Коран на второй план. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твой дом наполнился баракатом, особой милостью, которую Всевышний Аллах не спасает на то место, где читает Коран, чтобы твой дом не был местом обитанием шайтанов и джиннов, сделай так, чтобы в твоем доме звучал Коран. Чтобы твои дети дома читали Коран. Альхамдулилля, в наше время есть очень многие медресе, есть мечети, утром, после обеда, вечером, куда бы мы могли отправить наших детей, чтобы они обучились Корану, иману, исламу. Поэтому, уважаемые родители, задумайтесь, это очень важно. Это очень важно, чтобы наши дети умели читать Коран, чтобы наши дети знали иман, ислам. Пусть Всевышний Аллах всем нам поможет. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.